Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 6 февраля 2026 года. Варшава, Кагита Бурята на Имя Радио. Сегодня я принимаю дорогих гостей из правительства независимого Татарстана в изгнании Рафиса и Нафиса Кашапова, которые встретились после долгой разлуки, не виделись 20 лет и 3 месяца. Дорогие друзья, поприветствую гостей. Огромное спасибо, Зуртан, за приглашение. Действительно, сегодня исторический момент. Вот мы в вашем здании, объекте, встретились татары и буряты и обсуждаем насущные проблемы для татар, для бурятов. И будьте активны, слушатели иммигрантские радио. О сегодняшнем разговоре распространите во всех интернет-ресурсах. Почему это важно, почему это нужно. О нашем разговоре должны знать больше татар, больше бурят, больше тюрков и представителей колонизированных народов. Это очень серьезный разговор. Спасибо еще раз огромное. Что я хочу сказать? Информационная война сильнейшим оружием. Благодарю, спасибо, Зуртан. Мы друг с другом уже долгие годы работаем, в зарубежных странах встречаемся, в разных парламентах, разных пресс-конференциях. Благодарю, спасибо. То, что Имя Радио пусть процветает и развивается по всему миру. Вообще я от себя хотел добавить, когда я сирый и убогий приехал сюда, в Варшаву, мы знакомы были с Нафисом Кашаповым только через интернет, значит, потому что я вообще, в принципе, о татарском национальном движении от вас узнал, потому что были какие-то бурятские группы, в которых тоже можно было раньше обсуждать политику, и я всегда видел свежий информационный бюллетень либо от Рафиса, либо от Нафиса Кашапова. И благодарю от себя Нафиса Кашапова за то, что познакомил меня тоже с, значит, варшавскими политическими активистами, которые борются за независимость Белоруссии против режима Лукашенко, а также с хорошими, приятными людьми, которые борются в том числе за независимость наших народов. Продолжаем. Действительно, как вы правильно сказали, мы продолжаем борьбу за освобождение татарского народа. Что я хочу добавить? Благодарю, спасибо. Имя Радио, то, что пригласили территории Варшавы. Как раз брат Брезис приехал из Великобритании. Он гражданин Великобритании, гражданство получил. И что хочу сказать, в свое время, чтобы народ узнал свою историю, начиная от Сибири, финно-уйгурского народа, кавказского народа, Средней Азии. Мы издавали книгу, почти 2,5 миллиона тираж. То, что мы издавали, столько денег уходил, и распространено тоже столько же денег уходил. Где-то около 700 тысяч долларов ушел финансировать книгу. В книгах было преступление Российской империи, в каких годах захватывали. Это все народы территории Советского Союза. Это и Прибалтики, Украина, Россия, все. И было доказательство, в каком году, как уничтожался, какие народы исчезли с лица земли. Это конкретно преступление Российской империи. Потому что в свое время тяжело было объяснить, вот татары так, или, например, сибирские народы так, или башкиры так, или кавказский народ так, чтобы много не выступить, много не говорить, чтобы не организовывать постоянно встречи, семинары эти, пришлось издавать книги, чтобы народ изучил. Один из самых серьезных книг была это «Запрятанная история татар». Это 400 тысяч тираж, около 90 страниц. Вахид Имамов, он на равных ученых и очень серьезный историк территории Татарстана. А так, гуманитарная помощь была организована в Первой Чеченской войне. Фактически наши бизнесмены, наше окружение сразу поддержали.
русско-чеченской войны. Первой русско-чеченской войны. Здесь, что можно сказать, мы показали кавказскому народу поддержать, и чтобы другие народы видели, как надо вести с другими народами и друг друга, как быть солидарными со всеми народами, пострадавшими от Российской империи, от фашистского режима, можно сказать. Вот сегодняшний день в Украине что творится. И в прошлом тоже Иван Грозный также поступил, даже хуже поступил. Все Казани, все население было уничтожено. Весь полностью, 100% было уничтожено. И брали плен и забирали. Сегодняшний день в Украине тоже такое происходит. В связи с этим вот я хотел задать вопрос. Дело в том, что в татарском народе жива память о тех зверствах, которые совершил Иван Грозный, когда взял татарскую. Сейчас я продолжаю, Нафиса, я Казань, хочу... да. Расскажите, пожалуйста, вот про то, как русская власть оккупационная, значит, вот эти вот, значит, республиканские власти, которые служат в Москве, противодействуют. Сейчас в нынешнее время или в прошлом? В нынешнее время вот. Ну, все равно, в любом случае мы должны возвращаться к прошлому. Почему? Потому что оттуда идет старт. В прошлом национальное движение было такие организации, как Иттифак, Милли Меджлис, ВТОЦ, Народный фронт, молодежная организация Азатлах, Круглый стол, Шура Аксакалов. Вот такие, где-то около 20 таких общественно-политических организаций и партий совместно вместе властными структурами, в том числе Шеймиев, Мухаммедшин, Миниханов, Рафаэль Хакимов, все властные структуры, мы вместе боролись как один кулак против Москвы. 15 февраля 1994 года Шеймиев вместе с Ельциным подписали предательский договор. После этого это очень был переломный момент. Десятки тысяч татар покинули национальное движение. Не только в Татарстане, в Башкортостане, в масштабах всей России. И даже в зарубежных странах покинули это национальное движение. Это был очень серьезный упадок для татарского народа. Чтобы такого не было, чтобы таких трагических событий для татарского не было, мы должны возвращаться к этим событиям. А нынче уже Путин абсолютно полностью сломал Шеймиева, Мухаммедшина, Миннеханова, в том числе в Башкортостане, там вообще полностью трагедия. Еще нынешние власти Татарстана как-то стараются защитить язык. Вот недавно у меня был узбекскими политиками, они удивляются, как, говорят, вы, говорят, находясь, говорят, в колонии, вы, говорят, иммигрантам, говорят, среднеазиатским иммигрантам, кавказским иммигрантам, у вас, говорят, глава Республики Татарстан, Рустам Миннеханов, говорят, поддерживает, чтобы они обучались в татарстанских школах и чтобы они изучали свой родной язык. Это, говорят, ни в одной республике в Российской Федерации такого нет. Действительно, в каком-то мере они, да, действительно предатели. Они уже стали на колени перед Путиным. Но хотя бы, как бы она ни была, они все равно какую-то защиту татар ведут дело. Но мы их всегда считали предателями, в том числе Всемирный конгресс татар. Хотя они тоже помогают татарам всего мира. Они раздают книги. Когда трагические события, они посылают деньги. Есть такой момент. Но они, опять же, когда был 2 года назад состоялся съезд Всемирный конгресс татар, вот это очень серьезный момент для татар и для украинцев, для всего тюркского мира. 1100 делегатов, гостей собрались со всего мира. Когда-то я, между прочим, и сам участвовал, был делегатом тогда. Всемирный конгресс татар служил татарскому народу. Я даже выступал во время публичных, когда был торжественный час. И, между прочим, Всемирный конгресс татар тогда, когда сделал
основной доклад, он напомнил о нас, братьев Кашаповых, Нафиса поблагодарил за защиту татар всего мира. Мы действительно в то время занимались не только татарами Татарстана, а занимались татарами всего мира. Вот Навис только что рассказывал, чтобы книги распространяли по всему миру, не только книги, кинофильмы распространяли, флаги, гербы, гимны. Короче, проводили по всему миру сабантуй, праздники, проводили Курбан-Байрам. Ну, мы даже в тюрьмах проводили мероприятия. Ну, там уже в тюрьмах Сабантуи. Да, Сабантуй проводили. Да, Спартакиад. Вот, видите, ага. Даже здесь один мой знакомый был здесь есть в Польше татары живут еще со времен, значит, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Татары, которые принадлежали в том числе, ну, воевали вместе с ханом Тохтамышем. И вот говорят, что мероприятия Сабантуй летом, которые они здесь проводят, один в один похоже вот на то, как празднуют Сабантуй казанские татары. То есть это, наверное, результат вашей деятельности. А сейчас я скажу насчет Сабантуй, это более позитивный момент. Вот основно Сабантуями занимался Нафис. Он выезжал в Киев, в Санкт-Петербург, в Москву в прошлом, во время Советского Союза. И еще кратко скажу, почему Сабантуй, насчет Сабантуя. Он брал спортсменов, тренеров, он, короче, известных татарских артистов брал и, короче, сделал Сабантуй как положено. Телеканал брал, журналистов брал. И получалось, короче, десятки тысяч мы, татары, смогли собрать в то время, не только в европейской части России, даже в зарубежных странах. И мы смогли, получилось так, негласно дали инструкции татарскому народу. Вот татарский Сабантуй так должно быть. Никакого спиртного, ни сигаретой, ни пьянства, ни драки. Это Сабантуй, это здоровый образ жизни татарского народа. Между прочим, у монголов тоже так же было в прошлом. Вы, наверное, тоже должны знать об этом. Сейчас я хочу еще дополнить. Сабантуй во время Советского Союза дали татарам праздновать. Почему? Это праздник плуга. Вот вы посеяли пшеницу, вы можете собрать, ну, получилось так, вы можете кормить имперцев. Во время Советского Союза вы можете плясать, петь, пьянствовать, но только вы должны служить империю. Мы этим имперским мышлением поставили крест в то время. Это после развала Советского Союза. Добавлю одно. Был такой интересный случай. Город Армейский, это наркомзона всероссийского уровня. Там были и африканцы были, ну, в те времена уже сажали. Интересный момент. Мы завозили книги исторические, наши книги тоже, газеты, журналы. Мы по всем зонам информации распространяли. Не только с детьми, учеными, школами, гимназиями, институтами. Это работа, правда, даже среди заключенных. Они говорили, это книги, говорят, ваши, говорят, то, что, говорят, завозят, не только книги, мы разные книги завозили. Покупали книг тысячами и по всем зонам распространяли. Через 2 года что делает? Министр внутренних дел Татарстана дал во время планировки братья Кашаповых близко не пускать. Они говорят, через татарстанские зоны поднимают все российских заключенных, они ведут пропаганду национальной, исторической, культуру татар распространяют по всему в России. Это действительно так и было, потому что среди заключенных книги уходят по всему российским территориям. Вот даже, например, с заключенными был разговор, вот, например, они спрашивают, где самый считаемый народ? Кто, говорит, самый? Самый считаемый, это, говорит, заключенные. Мы, говорит, иногда, говорит, считаем, говорит, коммунистов, говорит, ненавидим,
их книги даже говорит, читаем. Это самое интересное. Я удивился, я говорю, вот так. Мы, говорит, ненавидим, но, говорит, книга, говорит, это, говорит, на вес золота. Территории, этот, зонах, изоляторах, где заключенные. Ну, вот в связи с этим вопрос, вот недавно, значит, ну, уже ближе к современности, значит, связанной с российскими оппозиционерами. Вы, наверное, слышали, что сейчас сформировали, значит, в ПАСЕ группу вот из 15, значит, делегатов. Их выбрали именно ПАСЕ. И включили 5 делегатов, представителей, там прям вот, я если могу ошибиться, поправьте, пожалуйста, это колонизированные, порабощенные народы России, 5 представителей. И среди них вот попался один бурят, который вот заявил о том, что он будет заниматься профеминизмом среди коренных народов. И вот в связи с этим такой вот вопрос, там тоже вот, а вот остальные 10 человек, это вот представители, значит, российской оппозиции, куда попала, ну, так скажем, бурятка не по происхождению, а, видимо, значит, она себя называет по самоопределению, я так называю, вот Наталья Арно, и в паре вместе с Карамурзой. И вот у Карамурзы выскочил интересный кейс о том, что вот его фонд, отчитываясь, значит, в американскую налоговую службу, он там указал о том, что, значит, 200 тысяч долларов они получили в виде зарплаты, а на помощь политическим заключенным они потратили там, по-моему, 20 тысяч долларов. Вот, как вы считаете, что вот эта ситуация, это вообще справедливая? Могут ли такие люди, которые, значит, декларативно заявляют о том, что они хотят помогать заключенным политическим, а я вообще считаю, что с какого-то времени нужно помогать всем заключенным, потому что это как бы та именно масса революционная, которую Путин пытается оградить. Не пустить их в революцию, собственно, почему очень сильно ударила, так скажем, вот эта мобилизационная часть, да, кого они мобилизовали на вот эту преступную войну против Украины, там же огромное количество заключенных. Тут, Зуртан, вы, да, очень серьезную тему подняли. Короче, об этом уже весь интернет шумит. Особенно вокруг Руслана Кутаева, там чеченцы разделились. Поздравляем Руслана Кутаева. Да, спасибо. Вокруг него идет очень большой шум. С одной стороны, то, что 5 руководителей организации пробились, но это ничего не значит. Ничего не значит. Почему? Потому что типа Ходорковский, Карамурза, вот такие влиятельные Арно, Гудков, такие имперцы, они как крыши там, они уже взяли под свое крыло всех. Все остальные там вот, типа как мальчики по бегушках. Да, короче, с одной стороны это хорошо, то, что они пробились. Почему? Потому что мы, Организация Объединенных Наций, Европарламент, ПАСЕ, везде мы должны создать свои площадки, но это не полноценная площадка. И то, что их голос там очень будет слабым. А насчет финансирования заключенных я хочу сказать, я когда находился в тюрьме, вот 3 года я сидел, я защитил тогда крымских татар, Украину. Вот тогда, когда меня сажали в тюрьму, меня очень серьезно поддержал Михаил Ходорковский. Он даже один раз 150 тысяч отправил, 50 тысяч, короче, многократно с адвокатами, с деньгами помогал. Тот же Алексей Навальный тоже в своих эфирах в поддержку меня выступал. И многие другие крупные общественно-политические лидеры, даже Борис Березовский, прямой эфир организовал телемост между петербуржцами и англичанами. Это, что я хочу сказать насчет помощи политзаключенных. Да, они очень много поднимают шум. Та же эта Светлана Тихановская тоже очень много поднимает шум. Типа как шумят пространство Европы, то, что мы должны помочь, а когда им дают деньги, чтобы они помогли политзаключенным, они очень хитро поступают. Шумят,
а помощи почти нет. Ну, я бы хочу добавить, Светлана Тихановская, в течение 5 лет, я сколько белорусов, я очень многих белорусов знаю, я не буду, конечно, ими перечислять, и которые освободились. Я не знаю такого случая, чтобы Светлана Тихановский помог, который погибший или раненый. Там есть заключенные, политзаключенные, дети есть, 17-18 лет, инвалиды есть. Я ни разу не слышал, чтобы поддержать их, и против КГБ ни разу никогда не выступала. Когда разговор бывает про КГБ Белоруссии, они хотят сказать, вот ОМОН, спецназ, Лукашенко. Я говорю, территорией Белоруссии управляет всемогущей фашистской организацией КГБ. Они знают, кому сколько срок дать. Ни один прокурор, ни один судья ничего не решает. Решает органы КГБ. И здесь что можно сказать? Вот, например, наши российских оппозиции отпустили в свое время. Они все вышли из тюрьмы, из зоны, короче, с подпиской, чтобы работать на пользу Путина. Ни один из них не чистый. Вот которые освободили Бабрика, там тут, я думаю, тоже такой же ситуации. Потому что они вышли, про Крым молчат, про Украину войну молчат. Даже журналисты втягивают язык, лишь бы сказали что-то. Нет, они не хотят. Это показывает программа КГБ ФСБ России. Ну, вообще, Беларусь это же такой полигон для ФСБ. То есть то, что там Лукашенко обрабатывает на своих политических заключенных, это потом реализуется в Российской Федерации, так называемой. Вот одно только скажу. После выборов действительно Светлана Тихановская победила. После этого избивали конкретно жестко людей в масках. Здесь ГРУ, ФСБ, спецназ, Росгвардия. Здесь целой армии, короче, дубинками, кирзовыми сапогами топтали, избивали. Как раз татарин был, мой друг, близкий знакомый. Татарин находился в это время. Он рассказывал, как топтали белорусов. Фактически белоруса так избивать, топтать, убивать не будет. Это были российские спецслужбы. А фактически даже если брать, вот сегодняшний день война идет, органы ФСБ, ГРУ заставляют убивать украинцев. Они загранотряд, если, например, не будет воевать, пулю получат. Это как в Великой Отечественной войны. Этот режим прямо конкретно своих убивает. Лишь бы они убили украинцев. Если не убивают, значит они тоже трупы. Ну, это же ведь стандартная еще со времен вот этих, ну, пороховой революции, так называемой, когда крестьян ставили под ружье. То есть это была стандартная практика, чтобы солдаты боялись своих офицеров больше противника. То есть это вот такая задача муштры была. То есть это, ну, в общем-то, неудивительно, что происходит. Другое дело, что вот очень хитро русские используют представителей коренных малочисленных народов. Ну, то есть я не могу татар отнести к малочисленным народам. Все-таки татары, и вот как мы ранее, ну, в общем-то, от вас услышали о том, что, в принципе, татарские власти, которые были там в Татарстане, они поддерживали все татарские инициативы. То есть в какой-то, может быть, даже мере они являются патриотами, являлись патриотами. Потому что вот сравнивая, и мои зрители тоже могут сравнить, о том, что в Бурятии происходило, это просто небо и земля. То есть у нас вообще даже близко вот такого, значит, со стороны бурятских чиновников, со стороны даже высших бурятских чиновников по отношению к бурятским инициативам не было. Вот если касаемо языка. Вот в Улан-Удэ язык бурятский в то время, когда я учился, нигде не преподавался совершенно.
Может быть, одна-две школы и так далее. И все молчали, хотя это были 90-е годы, и власть можно было поднять, как говорится, с пола. Политически так, ну, то есть разговоры шли, естественно, интеллигенция, там какая-то определенная часть, это и Владимир Хомутаев, и, там, и Пронькинов, и Намин Туя Батарей, там, и Багдаев, и еще определенная плеяда, так скажем, деятелей. Они пытались создать бурят-монгольскую партию национальную. Но это все на уровне разговоров, то есть даже вообще в принципе ничего не произошло. Зултан, я хочу... Да, и вот я в связи с этим хотел бы задать вопрос, какой бы совет вы дали вот бурятам для того, чтобы буряты все-таки вот это вот, то, что нам навязали через школу, через университеты, через советскую систему вот этого образования, когда появляются вроде бы умные, образованные, интеллигентные люди, но которые полностью напрочь лишены национального чувства достоинства. Что бы вы им посоветовали? Как бы вот им снова вернуться в лоно бурятскости, так скажем? Огромное спасибо за этот вопрос. Это очень серьезный и важный вопрос. Я с очень серьезным уважением отношусь к бурятскому народу. Один только момент я скажу. Когда мы служили в танковых войсках во время Советского Союза, Нафис был командиром полка, командиром танка. Я был замкомандован танка. Даже во время Советского Союза бурята, короче, взяли в армию без слепого, короче, один глаз видит, другой не видит. А там, когда стреляешь, два глаза прекрасно должен видеть. Вот Нафис за него стрелял. Мы вот, получается, уже давным-давно, уже больше, где-то почти 50 лет назад, мы, короче, вот бурятский, татарский солидарность было, видите. И командиры полка, такие офицеры не знали то, что мы выручаем бурята. Сейчас, возвращаясь в бурятскую тему, действительно, после начала русско-украинской войны бурятская тема очень серьезно поднялся, не только в масштабах Евразии, даже в зарубежных странах, типа как буряты, даже очень такие изверги, такие жесткие садисты, типа как они уничтожают украинцев, видите, как преподносит российская, короче, политика, типа как чеченцы еще, типа как тифти-тифти, а вот буряты это очень страшные люди. А народы бурятов знают уже во всем мире. Вас перед всем миром показали как очень злой, очень коварный, очень плохой народ. Я, как бурятский националист, не спешу развеивать этот миф. Ну, на самом деле, потому что в бурятском национальном движении, ну, есть, конечно, вот эмпатичные женщины, например. Ну, им же не запретишь в интернете где-то высказываться на этот счет, что нет, бурятские мужчины вот не такие, как их русская пропаганда описывает. И как бы часто вот, ну, женский подход со стороны бурят, он не согласован с мужским разумом, так скажем. Да? То есть они не говорят это, не советуют со своими мужчинами. И в этом отношении, конечно, может быть, действительно это сыграло злую шутку, прежде всего с теми бурятами, которые поверили в эти сказки. Что вот они были вот никем, а стали тем, кем им вот русская пропаганда нарисовала. И это привело к тому, что еще больший поток на какое-то время вдруг возник. Для того, чтобы завербоваться и за деньги пойти убивать украинцев. Да-да. Еще продолжая разговор, хочу сказать. Я бы хотел советовать. Просто я скажу один пример. Когда возрождался татарское национальное движение, тогда не было интернета. Вот Владимир Ильич Ленин, он же желтый, короче, бумажка была, типа как в формате А4. Он с этой листовкой сделал революцию. В то время, когда возрождался татарское национальное движение, мы в Казани, в городе Новочеркасске, в крупных городах тоже раскрыли, раздавали эти листовки.
течение 2-3 месяцев мы подняли многотысячный народ. Сейчас намного раз легче поднять народ. Я уже обращаясь через вас к бурятскому народу, в том числе и всем колонизированным народам, надо создать подпольные каналы. Вот у нас где-то у татар где-то около 20 закрытых каналов. У каждого свой руководитель. Там есть и молодые, там есть и политики. Они ведут пропагандистскую работу, разъясняют, почему и зачем татары должны создавать свое национальное государство. И у вас, я предлагаю бурятским общественно-политическим организациям тоже создавали такие же закрытые каналы, чтобы они вели работу. Тогда, допустим, мы с листовки, короче, многотысячный народ подняли, а сейчас через интернет еще больше можно поднимать, чтобы народ восстал против Москвы и чтобы возродился, чтобы создал свое независимое государство. Это мои слова не только бурятам, а всем представителям колонизированных народов. В общем, боритесь и поборите, как сказал в свое время один украинский поэт, обращаясь к народам Кавказа. Есть. Да. Кое-что добавлю. Я в свое время, в начале 90-х годах, был председателем турецко-татарской гимназии. Мы каждый год там учились только одни татары. Не было другой национальности. Изучение татарского языка, турецкого языка и английский язык. Где-то 6 или 7 таких институтов было. Каждый год выпускали 300 детей. Это город Новоречелны. В 51-м комплексе город Новоречелны. Что я хочу сказать, Путин приходит, и у нас прямо, где заходишь в этот гимназию, в дверях наверху было написано в школе турецкий татарская гимназия. Путин приходит, после прихода они убрали русский турецкий гимназии. Там ни одного русского не было. Мы не пускали этот, потому что зачем нам? У нас тоже в Бурятии был бурятско-турецкий лицей, и я вот помню, что туда была очень большая очередь, туда все хотели поступать. Потому что там давали совершенно по-другому материал, это совершенно другой был подход к школьному образованию. И то же самое, то есть, когда Путин пришел, все по Сибири, все, что содержало слово турецкое, так или иначе под каким-то определенным соусом были закрыты. Но при этом самое смешное, что было, что бурятско-турецкий лицей был, ну и был такой несколько бурятских национальных лицеев, а бурятской школы до сих пор нет. Да, это трагедия. Это то, что у вас нету национальных школ, гимназий, это очень большая трагедия для вашего народа. Да, и при этом они же ведь хитро очень делают. Они говорят, вот смотрите, есть же предметы на бурятском языке, там математика, еще что-то. А я говорю, позвольте, говорю, когда мы говорим о бурятском образовании, мы должны видеть корень, это должно быть от национальной идеи происходить. Все в целом образование это не просто на языке должно быть, а сам факт, тип мышления должен передаваться туда, в эти учебники. А вот этого нет. И поэтому уникальная ситуация, что русские раньше использовали образование на бурятском языке для того, чтобы русифицировать, чтобы вот эти через учебники, написанные русскими советскими авторами, внедрить вот эти нарративы. И поэтому сейчас, мы вчера разговаривали, да, меня спросили, а сколько бурят? Но я всем говорю, что тех, которые действительно себя бурятами считают и таковыми могут назваться, от 10 до 50 тысяч может быть. Все остальные это представители вот этой советизированной массы. Этнически они буряты, говорят на бурятском, а в голове у них там совершеннейшая каша. И в которую можно туда и имперскую политику вбросить, и вбросить там великую славу Чингисхана, значит, там ксенофобию можно закинуть, ненависть к украинцам,
ненависть к США, ненависть к другим народам, например. И такое действительно происходит, мы это фиксируем. Да. Не только с бурятами, со всеми народами в масштабах России. Да, это... Сейчас дополню то, что это про гимназию. После прихода Путина, когда у нас гимназия в наших руках был, все наши шахи, наша одежда, наши крепости, то, что связано тюркско-татарская одежда, все было в коридорах, в классах, везде, всюду. И что делает после прихода Путина? Все убирает, все русские цари, русское оружие, русские крепости, какие они великие, какие они воины, но не пишут, как мы захватывали, уничтожали народу. И где-то лет 10-12 назад все турецкие татарские гимназии закрыли. А сколько, я извиняюсь, сколько их было вообще? Сейчас я скажу насчет турецких. До этого было масштаб всей России, Саудские Аравии, Арабские Эмираты, Кувейт, они открывали мусульманские такие гимназии. Мы же как татары-мусульмане же, мы стали в защиту, тогда мне начальник ФСБ сказал, если будешь впрягаться, мы сделаем так, вот как кавказский этот исчезает, лидер национального движения, и тоже так же ты исчезнешь. И жестко я получил от них такой ультиматум. Но мы смогли еще, первое время еще мы смогли защищать их права, арабов. Вот их масштаб всей России закрыли. Потом очередь дошло до турецких школ, гимназий. Получилось так, именно с первых моментов закрыли европейские части, турецкие школы, гимназии, потом Поволжье, потом Сибирь. Вот вы правильно наметили, у вас тоже был самый последний, татарские турецкие гимназии закрыли именно в Татарстане. Почему закрыли в Татарстане? Самый последний держался Татарстан, потому что татары имеют влияние, авторитет в тюркском мире. За нами стоял Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турция, в том числе и другие тюркские государства. Они всегда поддерживают. Поэтому Москва самым последним смог задушить власти Татарстана, чтобы у нас Татарстан закрылись татарские гимназии, турецкие татарские гимназии, школы. Вот видите, как системно имперские силовая структура, спецслужбы работают, чтобы уничтожить. Это же удар не только над татарам, это удар всему тюркскому миру. Это же было в Башкортостане, Татарстане, Чувашии. И где-то компактно проживают тюрки, они этими своими методами, репрессивной структурой, они поставили крест, чтобы оторвать. А знаете, почему это происходит? Потому что я говорю всем, Центральной Азии, казахам, кыргызам, туркменам, другим людям я говорю, а почему все забывают про Золотую Орду? Есть. Ведь это же было прекрасное демократическое государство. То есть это без шуток, без каких-либо заявлений. То есть там ханов выбирали. И мне кажется, это очень вероятный сценарий распада, когда именно тюркские народы снова установят, так скажем, над Россией флаг Золотой Орды, и я называю это проект Золотая Орда 2.0. И, безусловно, численность просто, я смотрел экономические выкладки по Татарстану и по Бурятии. То есть разница между экономиками оккупированного Татарстана и оккупированной Бурятии в 10 раз. Сейчас я хочу дополнить. И при этом население живет всего, получается, в 5 раз больше. И получается, что в целом на душу населения
на одного татарина или на одного бурята. То есть один татарин в 2 раза больше работает, чем один бурят. И вот я говорю, нам есть куда стремиться, потому что Татарстан это вообще в принципе всегда был примером. С другой стороны, я помню, когда я учился, вот Татарстан приводили, и так буряты говорили, ну это же Татарстан, это же не Бурятия, нам до татар далеко. Это все признавали еще в 90-е, 2000-е годы. Сейчас я уже хочу возвращаться к вашему разговору, хочу продолжить ваш разговор. Я когда находился в тюрьме Республики Коми, там же Коми, Пермяки, там вот тюремные жандармерия, заключенные. Вы же живете, Татарстан, это типа как Швейцария. У вас газофицировано, у вас асфальт, у вас заводы, фабрики, это все работает в пользу жителей Татарстана. Но самом деле это наше руководство и наша промышленность работает на имперцев, в Москву. Сейчас уже затрагиваем тюркскую тему. Да, действительно, где-то 3 года очень серьезно тюркский мир поднялся. Это стартовало, сейчас я тоже напомню, была Карабахская война между армянами и азербайджанцами. Вот Азербайджан, когда смог освободить свои территории, за армян была Российская империя, генералы, особенно их вооружали, чем азербайджанцы. Вот после этого тюркский мир как-то раскрыл глаза представителей тюркского мира. И в последнее время очень близкие отношения в тюркском мире. Даже чемпионат мира, Олимпиадой, тюрки, казах, узбек, киргиз или татарин, башкир, или турки из Турции, если, допустим, участвует какой-то спортсмен, они залпом все поддерживают своего тюрка. Раньше было такое солидарность среди славян. Сейчас уже такого нет. Вот видите, мы, дай Бог, Аллаха верса, мы создадим великий Туран, эту Российскую империю поставим на место. И нас не забудьте включить. Спасибо. Спасибо. А между прочим, в качестве наблюдателя Украина уже втягивается. Только недавно премьер-министр тоже поддержал, типа как мы. Мы, говорят, тоже тюрки, мы, говорят, хотим, говорят, в составе Турана. Видите, как, идея великого Турана уже поддерживают украинцы, японцы, в том числе. Буданов тоже сказал похоже. Да, Буданов тоже поддержал вот идею. Да, и нашу идею тоже. Это получается для нас это очень серьезный позитивный момент. Да, ну в конце нашего эфира я благодарю вас большое за то, что приняли мое приглашение на эфир. Ну и в конце я хотел бы пожелать вам независимости, нам независимости. И сейчас важно поддержать Украину, борющуюся не только против путинского режима, как говорят хорошие русские, а она борется за нас в том числе, за колонизированных подневольных народов порабощенных. Да. Поэтому пожелаем вооруженным силам Украины победы, Украине победу. Хай живи вильна Украина. Большое спасибо за внимание. Вам тоже спасибо. Так, сейчас я попрощаюсь с радиослушателями. Радиослушатели, большое спасибо за внимание. Всем пока. Сколько минут мы? 44 минуты. Ну, так, наверное, какие-то моменты, обрежь, наверное. Я немножко обработаю видео. Сейчас я со своими ютубовцами прощаюсь традиционным способом. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. 3 этих принципа позволят нам добиться независимости. Это должна стать национальной идеей для каждого бурята. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.